Тюрки активно сближаются. Я думаю, вы заметили. Буквально на днях наш президент был в Самарканде, там проходил саммит Организации тюркских государств. И в целом весь год мы могли наблюдать процесс этого сближения. Да, лидеры тюркских стран в этом году действительно встречались очень часто. В принципе, это закономерно, это такой естественный процесс тяготения друг к другу родственных народов. И знаете, эта тюркская интеграция, она могла случиться давно. Но были веские причины, почему этого сближения не было. Я сейчас о них расскажу. Но прежде покажу вам уникальные кадры. Итак, 26 марта 1926 года, Баку. Первый в истории всесоюзный тюркологический съезд, где более сотни делегатов встретились, чтобы обсудить важные для братских стран вопросы. Какие-то вопросы. Это, конечно, вопросы культуры, общей истории и вопросы языка. Стоит ли говорить, что на этот съезд, безусловно, собрались лучшие, самые образованные представители тюркских народов. Казахстан тоже был представлен достаточно авторитетной делегацией. В ней были дипломат Назир Турикулов, журналист Блял Сулеев, публицист Ельдес Омаров, а возглавлял эту делегацию блестящий лингвист, просветитель, ученый Ахмед Байтурсынов. Долгие годы стенограммы этого съезда хранились в архивах, хранились под грифом «совершенно секретно». И рассекречены, опубликованы они были недавно, всего пару лет назад. И вы знаете, из этих стенограмм становится очевидно, что тюркская интеграция, то, о чем мы так часто говорим сегодня, она была возможна еще в далекие 20-е годы, потому что у нас действительно общая история, у нас общее наследие и, следовательно, общие ценности. Однако советская власть решила, что объединяющим фактором для советского народа должна быть исключительно советская доктрина, никак не общее историческое прошлое. Поэтому, собственно, на тюркской интеграции был поставлен крест. Тюркология как наука была низвергнута, а участники съезда поголовно расстреляны. Да, тот Бакинский съезд потом так и назовут Курултай репрессированных. Представьте себе, из 130 делегатов выжили 3. А казахская делегация была уничтожена в полном составе. И в том числе был убит Ахмед Байтурсынов, основоположник идеи Алаш, основоположник идеи тюркской интеграции, реформатор, литератор, поэт.